прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня, 24 октября, в Казани президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках саммита БРИКС+, встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках саммита БРИКС+, встретился с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В начале встречи президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил признательность за теплый прием. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что в рамках стратегического партнерства и союзничества с Россией вопросы сотрудничества с ее регионами, включая Татарстан, находятся в центре нашего постоянного внимания. Было подчеркнуто, что вклад Татарстана в общий объем товарооборота между Таджикистаном и Россией составляет более 50 миллионов долларов США, и этот показатель может быть повышен с учетом имеющихся возможностей. Стороны обсудили ситуацию и перспективы сотрудничества Таджикистана и Республики Татарстан, уделив большое внимание развитию и расширению связей в сферах торговли, инвестиций, металлургии, горнодобывающей, нефтегазовой, химической, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики и строительства. Было признано необходимым расширение сотрудничества в энергетическом, сельскохозяйственном, туристическом, культурно-гуманитарных областях, в том числе в сфере образования. Также состоялся плодотворный разговор по другим вопросам, представляющим интерес для обеих сторон. Сегодня, 24 октября, президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Казань, Российской Федерации, принял участие и выступил на встрече БРИКС+ и БРИКС «Глобальный Юг» – совместное строительство лучшего мира. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Казань, Российской Федерации, принял участие и выступил на встрече БРИКС+ и БРИКС «Глобальный Юг» – совместное строительство лучшего мира. В ходе своего выступления глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, привлек внимание руководителей государств-участников саммита к актуальным проблемам и нынешнему состоянию международной ситуации. Уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что сегодня как никогда необходима консолидация совместных усилий международного сообщества для обеспечения мира и стабильности и устойчивого развития. В этом контексте глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, упомянул о предложении принятия специальной резолюции Организации Объединенных Наций «Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений» и выразил уверенность, что эта инициатива будет всесторонне поддержана. Текущие реалии международной обстановки подтверждают актуальность темы нашей встречи «Совместное строительство лучшего мира». Очевидно, что достижение этой цели возможно только через укрепление равноправного межгосударственного сотрудничества и совместного стремления наших стран к формированию более справедливого миропорядка. Сегодня мы являемся свидетелями противоречивых геополитических процессов. Наряду с этим возрастают угрозы терроризма, экстремизма, радикализма, киберпреступности, незаконного оборота оружия и наркотиков, а также других видов трансграничной организованной преступности. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что противодействовать этим угрозам можно только при наличии ясной и последовательной стратегии. Таджикистан неизменно выступает за расширение сотрудничества со всеми международными партнерами в деле противодействия этим вызовам. В своем выступлении президент Республики Таджикистан отметил, что еще одна проблема связана с последствиями изменения климата. Природные стихийные бедствия уносят жизни людей, вынуждая нас направлять значительные средства на преодоление их последствий. В Центральной Азии подтопления приводят к сокращению площади ледников и водных ресурсов региона. В контексте климатических изменений засуха, как одна из глобальных проблем, оказывает негативные последствия на все страны, в том числе и на Центральноазиатский регион. Крайне важным уважаемый Эмомали Рахмон назвал переход к развитию зеленой экономики. Президент Таджикистана пригласил страны БРИКС принять участие в международной конференции по сохранению ледников, которая состоится в мае 2025 года в Душанбе.
6 ноября 30-летие Конституции Республики Таджикистан. Конституция – основа устойчивого развития национальной государственности. Конституция – это священный и судьбоносный документ, который является выразителем воли народа Таджикистана. Тему продолжит Зумрат Файзиева. 6 ноября в Таджикистане по всей стране будет широко отмечаться 30-летие Конституции Республики Таджикистан. В Конституции Таджикистана определены основные права и свободы граждан страны, а также важные принципы государственности республики. Конституция Республики Таджикистан была принята путем всенародного референдума 6 ноября 1994 года и состоит из 10 глав и 100 статей. Конституция на новом этапе развития является результатом многолетнего пути таджикского народа. История свидетельствует, что еще древние цивилизованные представители нашей нации, наряду с древнейшими цивилизациями мира, стоят у истоков признания, уважения, защиты прав и свобод человека. Имеется в виду Декларация прав человека Кира Великого, принятая более 2500 лет назад. Этот документ считается первым в истории человечества. Эта декларация признала право на свободу человека, совести, чести и достоинства. Велика историческая роль лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в прекращении войны, восстановлении конституционного строя, достижении мира и национального единства, построении новой государственности и укрепления правового статуса. Глава государства проявил и отвагу, положив конец навязанной войне, спас нацию от исчезновения, обеспечил мир и стабильность. Миротворческий опыт таджиков признан мировым сообществом как один из лучших примеров достижения национального согласия, восстановления мира и стабильности за столь короткий срок. Основной закон был принят по воле народа. Таджикистан был объявлен суверенным, демократическим, правовым, светским и унитарным государством. Были приняты государственный герб и флаг в качестве государственных символов Республики Таджикистан. Сегодня в Душанбе открылась международная универсальная выставка «Таджикистан-2024». Зарубежные участники представят свои товары и услуги с целью нахождения партнеров в нашей стране. Чем интересна данная выставка, расскажут наши коллеги. Продукты питания, ремесленные изделия, химическая промышленность, мебель, сельское хозяйство и строительство, источники возобновляемой энергии, товары для дома и многие другие товары и услуги представлены на международной универсальной выставке «Таджикистан-2024», которая открылась сегодня в Душанбе. На открытии выставки было отмечено, что в рамках годов развития промышленности в Таджикистане развивается промышленный сектор, увеличиваются объемы производства. Кроме того, многие товары сегодня экспортно ориентированные и замещают импорт. Выставка стала традиционной, проводится в Душанбе 2 раза в год с 2016 года. В этом году к участию в ней привлечено более 60 ведущих отечественных и зарубежных компаний из России, Беларуси, Узбекистана, Пакистана, Китая и Ирана. Ильдар Рахматуллин. Я представляю завод «Продмаш», город Самара, Российская Федерация. Мы производим металлоконструкцию для дорожной отрасли, для безопасности дорожного движения. Производим ограждения, барьерные, пешеходные, опоры, освещение. Сейчас активно работаем по рынку вашей страны, Таджикистана. Предлагаем наши конструкции, потому что у нас в России очень много, в России мы являемся одним из лидеров, и очень много инновационных патентов, инновационных продуктов, которые и у нас появились, успешно продаются. И хотелось бы также на ваш рынок вводить их, успешно предлагать ограждения для безопасности дорожного движения. Фархат Мунаввар Бажва. Меня зовут Фархат Мунаввар, я из Пакистана. Это мероприятие очень интересное, и я очень рад присутствовать в этом мероприятии. Тут представлено много компаний, и я рад тоже представить свою продукцию, своей компании на этом мероприятии. И потому что наша страна и Таджикистан, мы как бы братские и дружественные страны, поэтому я очень рад здесь быть. Я хотел бы еще приехать в Таджикистан много раз. Хочу приехать сюда со своей семьей, с моей женой, детьми, со всеми в Таджикистан, чтобы показать им Таджикистан, какой красивый.
Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Таджикистана при поддержке правительства Республики Таджикистан. Как отмечают участники выставки, это возможность продемонстрировать успешность и развитие компании, расширить клиентскую базу и повысить продажи. Шахло Бердива, Дильшоди Хушвахт. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.